осуждаем Украину, не замечая, что происходит вокруг. Может быть, пора открыто защищать русских? Российский политикум начал своеобразную войну против казахского языка, внимание, в Казахстане. Глава МИД России видит ксенофобию в отношении русскоязычных в Казахстане. В набат стали бить и кремлевские пропагандисты. Депутаты казахского парламента приняли законодательные поправки, ограничивающие роль русского языка. Все вывески, указатели, ценники, меню, рекламные объявления в республике предлагают делать на казахском языке. Это, как нам кажется, очень даже логично, когда в стране под названием Казахстан, где существует казахский язык, вывески будут на казахском. Но есть и другая точка зрения. Это же лицемерие и подлость со стороны властей Казахстана. На наш взгляд, это долгожданный прогресс после длительного застоя. Ужесточение языковых норм коснулось и казахских вузов. С этого учебного года вместо учебников на русском студенты учатся по пособиям Кембриджа, Оксфорда и Гарварда, переведенным на казахский. Мы можем только порадоваться за детей Казахстана. Еще раз, никто никому в Казахстане не запрещает разговаривать на русском. При этом происходит популяризация родного казахского. И это нормально для суверенной и независимой державы, как бы кому это ни нравилось. А если учесть, что в последнее время приходится выслушивать казахам о себе и своей стране, то понимаешь, что нужно нестись на всех парах подальше от этого русского мира. Вот, например, россияне в Казахстане. Вы не любите русских. А что мы вам сделали плохого? Мы вам город построили. И если бы не мы, вы бы здесь не были. Я строил этот город, понятно? Это отвратительная черта россиян, которые считают, что им все должны, уже неоднократно наказывала их. Показательный случай был в Хорватии, когда очередной скрепный толерантно высказался о попытке эвакуации его авто. Тут один диск стоит столько же, сколько твоя машина, понял? Ты моя машина, это да мне в рот, козел, ебучий. И, конечно же, не забыл рассказать. Я Хорватию вот так вот. Я из России. Мой отец, мой дед воевал за вашу страну. И вы забыли про это, да? Это омерзительное и беспочвенное «вы мне должны» и чуть ли не на руках обязаны носить типичная черта великороссов. Но вернемся в Казахстан. Точнее, в российские студии, где обсуждают попытки казахов вернуться к истокам. Казахстан, Украина, Белоруссия, Россия – это вообще исторические земли Российской империи прежде всего. Русские изначально ковали русские государства, образующий народ для Казахстана. Смешно подобную чушь слышать от предателя Украины, но он лишь повторяет то, что диктует Кремль. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. И такое отовсюду. Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. Случайным образом 100% своей территории. Данную полемику озвучивает и главный петрушка Кремля. Там Россия, Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. Причем здесь Казахстан. Но все это исходит вот отсюда. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. И после всего этого россияне хотят, чтобы их в Казахстане боготворили и в колени падали. А касательно подарков от русского народа, у казахов есть ответ. После высказываний Владимира Путина вновь открывает карту Казахстана начала 20 века. И вот там четко отмечены наши границы, когда мы вошли в состав Советского Союза. И на этой карте видно, что Оренбург буквально 100 лет назад был территорией Казахстана. Недовольны политикой Кремля и обычные жители. Нифига себе! Казахстан наш, Петропавловск наш и Оренбург наш тоже. Это мы вам Оренбург дали, а не вы нам Северный Казахстан. Как видим, Кремль злит не только вопрос казахского языка. Российский империализм никак не исчезнет из голов россиян. И чтобы не возникало подобных толков, тот же Уральск и Петропавловск исчезнут с мировых карт. Президент дал понять, что в ближайшее время северные регионы страны могут переименовать, дабы дальше таких провокаций не было. Исчезают русские названия и в других, казалось бы, дружественных России странах.
Например, в Таджикистане город Чкалов с недавних пор носит название Бустон. Сегодня мы меняем название, даем новое имя, которое соответствует нашей нации и народу. Своеобразной декоммунизации в Таджикистане подверглись даже, внимание, высочайшие пики Советского Союза. Пик коммунизма, самую высокую точку Советского Союза, переименовали в честь основателя государства таджиков Исмаила Сомони. А пики Ленина и революции теперь называются Абу Али ибн Сино и Истеклоу. Естественно, такая свобода, мягко говоря, пришлась не по вкусу Кремлю. Там обиделись, что таджики перечеркивают, так сказать, радужное союзное прошлое. Стремлением продемонстрировать независимость от Москвы объясняют многие политологи попытку перечеркнуть совместное советское прошлое. Начал путь национальной культуры и языка и Узбекистан. Власти узбекского города Черчика под Ташкентом призывают использовать узбекский язык вместо русского. Повсюду, в школах, в магазинах, транспорте появились двуязычные таблички, на которых возле слова на узбекском стоит зеленая галочка, а около русского – красный крест. На самом деле подобные акции созданы для того, чтобы узбеки правильно разговаривали на узбекском, не используя заимствования из других языков. И пусть это станет началом популяризации коренной культуры и языка. Одно то, что за последние 10 лет русский язык лишился статуса официального во многих постсоветских странах, уже говорит о стремлении к самоидентификации наций. Узбекистан. С 2016 года русский язык не имеет официального статуса. Казахстан. С 2018-го русский язык больше не используется наряду с казахским на банкнотах. Молдова. С 2018-го русский язык более не является языком межнационального общения. Киргизия. С 2013 года внесены поправки, ограничивающие использование русского в государственных учреждениях. Киргизия, которая существует исключительно благодаря милости Путина и российского бюджета, руки целовать должны за то, что русские там живут. Это громко сказано. К тому же давайте вспомним о домах, в которых данные эксперты живут, об улицах, вымощенных плиткой, по которым эксперты ходят, и мусор, который после экспертов убирают. Все это дело рук тех же киргизов. Так что не нужно о том, кто кому что должен целовать. Руки целовать должны за то, что русские там живут. И да, ключевое – там живут. Ни в одной из 15 стран бывшего СССР, за исключением самой России, россияне не являются титульной нацией. Они там проживают. И им всегда рады, если они ведут себя культурно и относятся с уважением к народам, в гостях у которых живут. Приехали в город Черновцы и наконец-то нашли флаг, который в России почему-то считают флаг правого сектора. Это вот этот красно-черный флаг. Но на самом деле, как сказали наши украинские друзья, это не флаг правого сектора, это флаг свободной украинской армии. Правило «в чужой монастырь со своим уставом не суйся» никто не отменял. Ведь очень легко можно получить ответочку. Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Это так бывший посол Азербайджана ответил Жириновскому на очередные имперские замашки. Лидер ЛДПР ранее заявил, что в Азербайджане царит диктатура, а ее территорию Российской империи подарил иранский шах. Самодостаточный Азербайджан молчать не стал. Ты воняешь как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация. Уже вашу вонь, как сказать, распространять на весь мир. Дышать невозможно. За попытку насильственной русификации наглого поведения РФ навсегда лишилась благосклонности Прибалтики. Русофобия – это главная центробежная сила, которая вынесла на наших глазах вот за эти 30 лет Прибалтику так далеко от России, что сблизиться с этими государствами практически невозможно. Кремль сделал все возможное, чтобы подобные отношения образовались с Грузией и Украиной. Оккупация территорий, кровь местного населения, ненависть к национальным языкам и постоянные оскорбления и ложь в адрес свободных народов могут привести не только к русофобии, но и к скорой кончине псевдоимперии. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами